Программа «Вокруг нас» в гостях у вурнарцев. Гала-концерт, посвященный 125-летию со дня рождения народного артиста СССР, солиста Большого театра Великого Отечественного баса Максима Дормидонтовича Михайлова в рамках 28-го Международного оперного фестиваля собрал любителей искусства. Оперный фестиваль является главным музыкальным событием культурной жизни столицы Чувашии. Ежегодно он проводится на сцене Чувашского государственного театра оперы и балета. В этот вечер сцена районного дома культуры превратилась в своеобразный театральный подиум, на сцену которой поднялись симфонический оркестр и солисты Чувашского государственного театра оперы и балета. Предваряя начало мероприятия, начальник отдела культуры по делам национальности, физической культуры и спорта администрации района Ирина Алексеева отметила, что артисты оперного театра специально приехали в Урнарский район, чтобы ознакомить жителей муниципалитета своим творчеством, а также подчеркнуть вклад великого нашего земляка, уроженца деревни Кольцовка Максима Дормидонтовича Михайлова в развитие оперного искусства. На экране был продемонстрирован фильм о маэстро, в ходе которого зрители смогли ознакомиться с творчеством великого баса, услышать архивные записи его выступлений. Всего же в ходе гала-концерта было исполнено 16 лучших произведений величайших зарубежных и российских, а также чувашских композиторов. Со сцены звучали арии из знаменитых опер «Сила судьбы», «Риголетто», «Травиата», «Фауст», «Кармен». На сцене в этот вечер выступали известные солисты Чувашского государственного театра оперы и балета, как Людмила Яковлева, Максим Корсаков, Константин Ефремов, Ольга Вельдяева, Михаил Макшанов. Приятным сюрпризом для жителей Вурнарского района стало выступление специального гостя из Китайской Народной Республики Лю Ин Луна. Тепло приветствовали своих земляков певицы оперного театра Мария Еланова, уроженка села Янгорчина, и Надежда Смирнова, уроженка деревни Кюльхири. В ходе гала-концерта вспомнили Максима Михайлова, внука великого баса, народного артиста Чувашии, солиста Большого театра, чье имя носит ежегодный музыкальный праздник республики, к сожалению, безвременно скончавшегося в этом году. Максим Игоревич был одним из основателей оперного фестиваля. Следует отметить, незадолго до своей кончины он побывал и в городе Канаше. Принял участие в концерте межрегиональной детской вокально-хоровой ассамблеи «Солнечный круг-2018», прошедшем в музыкальной школе. Максим Игоревич не заставил себя долго ждать. Он исполнил песню «Варяжского гостя» из оперы Римского-Корсакова «Садко» и русскую народную песню «Вдоль по Питерской». В завершении культурного мероприятия и искреннюю благодарность от себя лично и от имени жителей Вурнарского района артистам выразил глава администрации Леонид Николаев. 28-й раз проводится фестиваль. Максим Игоревич приехал в октябре, мы с ним встречались, он обещался приехать в ноябре и внезапно ушел. Очень жаль, конечно. Он тоже эту песню спел в Кольцовке, мы в Кольцовке встречались, у меня фотография на телефоне есть. Что поделаешь, жизнь она вот такая. А так, огромное спасибо. Друзья, коллеги. Выступление каждого артиста зрители оценивали продолжительными и бурными аплодисментами. Их лица выражали радость и восторг от увиденного. Олеся Григорьева, Елена Анисимова, Вурнары.